Исәнмесез? Сәғәт тегәл 6, 18:00 һәм без башлыйбыз. Кемнәр монда? Хәбәр салыгыз. Так. То солнышко падает тут. Я что ли одна? Где все? Азат монда. Азат, хәерле кич. Видимо, ты сегодня отдуваться будешь за всех. Так, Тан, кемнәр монда? Так, смотрит 2, Азат һәм Тан кем? Күптән күрешкән юк, әйе. Мин дә бик шатмын. Ниһаять, безнең дәрес. Наконец-то у нас урок произошел, да? Так, у меня аж язык заплетается из того, что я прям под впечатлением. Азат рәхмәт. Нет, это не новые прически, я просто люблю каждый день меняться. Вот, Игза рәхмәт. Так. Кемнәр бар монда тагын? Языгыз, пожалуйста, хәлләрегез ничек? Бу инде безнең 17-нче дәрес, безнең тагын 3 дәрес кала. Кемгә кызык, бүген 19:00 4-нче потокның 4-нче дәресе була. То есть, если вы хотите татарский нон-стоп 2 часа подряд, то вы можете сразу переключиться уже на вторую. То есть, я вам тоже ссылку пришлю. Ссылканы җибәрәм. Аннан соң, 20-сеннән соң, 20 числа июля начинается у нас продолжающий поток, продолжающий курс 4-го потока. Если просто кому-то интересно, у вас же уже вы заплатили один раз, вы можете тоже принять в нем участие. Вот, например, если в этом потоке вы онлайн что-то пропустили, и вам проще, вот, например, заниматься онлайн, вы можете также пройти 4-й поток. То есть это не возбраняется, я вам также буду ссылки кидать. Яма? Так. Тан кемнәр бармы? Әйдәгез, тан бер-беребезне сәламлик һәм без башлап җибәрәбез, потому что безнең вакыт бик кыса. То есть у нас время очень такое сжатое, потому что у меня еще 19 минут начинается уже новое занятие. Так, тан бер хат барыгызга да сәлам. Азат, мин белмим. Татар кызлары барсы да матур инде алар. Так. Ага. Ачылдымы? Азат, син үзең генә, что ли, бүген? Калганнар кая икән? Әйдәгез, башлап җибәрәбез. Раз, менә бу текстан башлыйм бүгенге дәресне. Начну сегодня наш урок с такого текста. Тот текст я не забыла, который вам в домашнее задание задавала. Я к нему вернусь, но не сегодня, хорошо? То есть я все равно у вас его спрошу. Ладно? Я Азат, будешь отдуваться. Кара, может, другие подтянутся, я надеюсь. Так, Азат, мин текстны укыйм. Һәм син аннан соң сорауларга җавап бирергә тырышырсың. Если не получится, то есть я в любой момент тебе помогу. Так, может подтянуться, да, может быть. Фәүзиягә 19 яшь. Ул Казан университетының физика факультетында укый. Ул астрономия ярата. Телескоптан йолдызларга, кояшка, айга карый. Казанда аның апасы бар. Быел ул аңарда яши. Фәүзия аңа пешерергә дә, идән юарга да булыша. Ул ялкау түгел. Һәр кич ул бик озак укый, эшен соң бетерә һәм йокларга ята. Ул бөтенесен дә белә. Дәресләрдә авыр сорауларга да һәрвакыт дөрес җавап бирә. Үзе дә укытучыларга еш кына сорау бирә. Фәүзия сәгать 6-да уянырга тиеш. Бу аңа бик авыр. Ул бит шул хәтле соң ята.
Ул һәр иртә ашыга һәм лекциягә еш соңга кала. Кайбер студентлар лекцияне ахырын көтмиләр, алар ишекне ачалар һәм сорыйлар: "Керергә мөмкинме?" Фәүзия беркайчан да керми, ул коридорда көтә. Так, давай переведем этот текст, чтобы нам было попроще, да? Смотрите, Фәүзиягә 19, Фәүзия 19 лет. Она учится в Казанском университете на факультете физики. Ул астрономия ярата, телескоптан йолдызларга, кояшка, айга карый. Она любит астрономию, через телескоп смотрит на звезды, на солнце и на луну. В Казани у нее живет тетя, и в этом году она живет у нее. Фаузия помогает ей готовить, кушать и помогает мыть ей полы. Ул ялкау түгел, һәр кич ул бик озак ук эшен соң бетерә һәм йокларга ята. Она не лентяйка, каждый вечер она учится очень долго, и она свою работу заканчивает очень поздно, то есть по учебе имеется в виду в данном случае. Ул бөтенесен дә белә, дәресләрдә авыр сорарга да һәрвакыт дөрес җавап бирә. Она все знает, и на уроках она отвечает на очень сложные вопросы, ну, то есть всегда отвечает на самые сложные вопросы. Үзе дә укытучыларга еш кына сорау бирә. Сама тоже часто задает учителям вопросы. Так, Гульнара тоже здесь, да? Ага, Гульнара, монда. Гульнара, сәлам. Так, үзе дә укытучыларга Фәүзия сәгать 6-да уянырга тиеш. Фәүзия должна проснуться в 6 утра. Бу аңа бик авыр, ул бик шулкатлы соң ята. Это ей очень тяжело, ведь она очень поздно ложится спать. Ул һәр иртә ашыга һәм лекциягә еш соңга кала. Каждое утро она торопится и частенько опаздывает на лекцию. Некоторые студенты не ждут конца лекции, и они открывают дверь, спрашивают, можно войти, а Фавзия, она никогда так не делает, она всегда ждет в коридоре, получается. Ребят, текст вам понятен? Напишите, пожалуйста. Текст понятен? Или тяжело было воспринимать? Или уже что-то, какой-то общий вот это есть? Общий смысл понимаете? Так, теперь смотрите. Вопросы по тексту. Напишите мне, пожалуйста, Фаузиягә ничә яшь? Прям коротко напишите Фаузиягә ничә яшь? Как мы можем ответить на эти вопросы? Конечно, тяжеловато то, что нас мало. Так, нас 3. Кто-то еще добавился, да? Скажите мне, пожалуйста, Фаузиягә ничә яшь? Как вы понимаете этот вопрос? Сәлам, Гульнара. Так, ребят, поактивнее работаем, пожалуйста, ладно? Фаузиягә 19 яшь. Дөрес. То есть вы отвечаете, смотрите, на вопросы отвечать, в принципе, очень легко. Вы просто смотрите, Фаузиягә ничә яшь, вы просто тоже, смотрите, берете вот это слово Фаузиягә, вместо вопроса ставите циферку, в данном случае это 19 имя, яшь. То есть у вас получается Фаузиягә 19 яшь. Понятно, да? И вот, например, смотрите, во втором вопросе. Ул кайда укый. Вместо кайда вы ставите место, где она учится. Где она учится? У вас вопрос. Она, то есть, да, кайда, на укый. Поняли? Фәүзиягә 19 яшь, да, Гульнара правильно тоже написала. Так, ул кайда укый. Азат, чтобы смотрите, еще раз повторяю. Да, вы правильно писали, то, что Казан университет. Просто смотрите, вместо кайда вы просто пишете ул Казан университетында укый. Все. Или полный ответ, это уже вообще вот так вот будет. Ул Казан университетінің физика факультетында укый. Аңладыңыз? Так. Ул нишәнче курста? Попробуем.
Ул Қазан университетында укый. Университетында. Так, ема? Так будет правильно. То есть это местно-временной падеж, урын вакыт келеши. Мы этот падеж с вами изучали. Даже вчера вот на третьем уроке четвертого потока повторили. Так, ул 4-нче курста укый. 4-тәме. Ну-ка посмотрим. Так, а тут не написано, в каком она. Ну да, по-моему, получается, она 4-й курс, получается. Да. Ул неченче курста. Ул 4-нче курста укый, можно, да, сказать. Хорошо. Так. То есть вы всегда отвечаете на вопрос, просто убирайте вот этот вопрос, слово, да, в предложении вопрос, и вместо него пишите ответ. Ну, как бы банально, да, но схема конструкции имеется в виду. А порядок слов в предложении вы не меняете. Да, ул 4-нче курста укый, это понятно, да. Дальше. Ул телескоптан нәрсәгә карый. Вот вместо нәрсәгә вы должны написать, что она смотрит через, ну, получается, через телескоп, что она рассматривает. Мгм. Так, да. Ул телескоптан кояшка, йылдызларга, айга карый. Вот, правильно. Хорошо. Поняли, да? Ул телескоптан нәрсәгә карый? Ул телескоптан айга, кояшка, там, йылдызларга карый. Все. Вот вам полное предложение. Так. Теперь следующий. Ул күктә нәрсә күрә? Конечно. Давайте я вопрос напишу. Ул күктә нәрсә күрә? Ул күктә нәрсә күрә? Ул күктә нәрсә күрә? Следующий вопрос у вас. Сейчас я быстренько только вопросы смотну. У меня тоже память осталась. Все. Ул күктә нәрсә күрә? Ул күктә кояш, йылдызлар, ай күрә. Просто же? Просто. Следующий вопрос. Казанда аны кеме бар? Так, следующий вопрос. Казанда аның кеме бар? Ул йылдызлар, кояш һәм ай күрә. Да, так, вообще отлично. Видите, тут не надо мудрить. У вас уже есть готовая схема. Просто вместо вот этого вопросительного слова надо подставить ответ, и у вас получится идеальное предложение. Только аның апасы, яме, Гүлнара? Да, вот теперь правильно. Теперь Фәүзия Казанда кайда яши? Фәүзия. Сейчас я напишу. Казанда кайда яши? Секундочку. Кайда яши? Фәүзия Казанда кайда яши? В принципе, такой же вопрос, как и предыдущий, просто надо тут немножко другое окончание. Фәүзия Казанда кайда яши? Просто Фәүзия Казанда апасында яши, яме?
Просто апасында. Не надо вот это аның апасында. Ну, понятно же то, что апасында, это значит ее у тети, у своей тети. Угу. То есть Фаузия Казанда апасында. Видите, уже вот это вопросительное слово кайда вам уже подсказывает, какое будет окончание. Фаузия Казанда апасында яши. Следующий вопрос. Ул кимге булыша? Ул кимге булыша? Ул кимге булыша? Видите, кімге, нәрсеге, юнәліш килеші. Чаще всего вот эти вопросительные слова, они нам подсказывают, какое окончание. Ну, в редких случаях, когда не подсказывают. Но там тоже ул апасына булыша, да, все, или апаға булыша, тоже можно. Так, ул апасына нәрселер эшләргә булыша. Ул апасына нәрселер эшләргә булыша. Вот именно вы здесь уже перечисливаете, что она помогает делать своей тете. Ул апасына нәрселер эшләргә булыша. Так, ул апасына нәрселер эшләргә булыша. Угу. Да. То есть ул ашарга пешерә, идән юа. Да, ул апасына идән юырга, ашарга, пешерергә булыша. Понятно, да? И последнее. Фәузия ялкаумы? Фәузия ялкаумы? Вопрос. Фәузия ялкаумы? Она лентяйка? Фәузия лентяйка? Просто напишите нет, она не лентяйка. Юг. Как будет нет, она не лентяйка? Или нет, Фәузия не лентяйка? Можете просто она не лентяйка. Можете Фәузия не лентяйка. Яма? Азат, это синялхау. Так, юг, Фәузия, ялкау. Тугель. Вот, правильно. Югул, ялкау, тугель. Гульнара молодец. Азат кланчик. Так, дальше. Хорошо, справились, да, с текстом? Молодцы. Яра алгатава киттек. Теперь послушайте меня, пожалуйста. Сегодня мы приступаем к будущему времени. Это килешек заман. Мы до этого с вами проходили прошедшее определенное время, прошедшее неопределенное время, да. Уже, в принципе, мы знаем, как это составляется и так далее. Как вы уже знаете, ближайшее будущее выражается в татарском языке настоящим временем. Ашибазма, кушать будем? Действие, относящееся к более отдаленному будущему, выражается при помощи будущего времени, которое образуется из неопределенной формы глагола путем замены конечного гаге на личное окончание, почти те же, что в настоящем времени. При этом особенно важно и очень трудно запомнить, в каких глаголах употребляется ар, яр и в каких эр. Сейчас я все подробно объясню. Например, смотрите, туктарга – останавливаться, переставать. Мин туктармын – я остановлюсь, перестану. Видите? В принципе, основа всегда одна и та же. Тукта – повелительная форма глагола тукта. Понятно, да? Мин туктар – сын. Ты остановишься, перестанешь. Ул туктар, без туктарбыз и так далее. Сіз туктарсыз, заметьте сыз. Видите? Алар туктарлар. Тезерге строить. Мин тезермен, я буду строить. Мин син тезерсен, ты будешь строить. Ул тезер, без тезербез и так далее, да? Сіз тезерсіз, алар тезерлер.
куярга или алар тезер тоже можно употребить. Куярга положить, мин куярман, я положу на самом деле и так далее. Понятно, да? Ребят, будущее время вы как-то встречали или вам это вот прям новая информация? Я вам эти слайды, вот эти, получается, с правилами, все это тоже отправлю, хорошо? Так, обратите внимание на необычное окончание первого лица единственного числа мен. Ударение падает на р с одним единственным исключением. Туктарлар, тезерлер. Это исключение не просто усвоить, так как абсолютно четко запомнить, где где р, очень трудно. Те, кто не стремится к безукоризненно правильной речи, могут допускать отдельный случай смешивания этих аффиксов. То есть это, в принципе, для разговорного татарского языка, если вы путаете вот эти окончания, когда ар, там, когда р, это, в принципе, это нормально, это норма. То есть это достигается, то есть тут нет определенных окончаний, вот именно когда вот это, когда вот то есть это очень сложно запомнить, потому что очень много исключений, но путем, если вот практики очень много будет, если вы будете больше разговаривать с носителем языка, то вам будет намного проще. А так, в принципе, вы будете, да, ну, путать немножечко, но это не так страшно. Главное запомнить, какие вообще бывают окончания. Понятно? Хайрле киш, Марат, хайрле киш. Так, сам нашел, да, имя? Так, теперь, смотрите. Распрягайте в будущем времени килячек за молокой. Попробуйте, смотрите, сделать так. То есть мин, куарва, это значит прогонять. То есть вам нужно сделать так. Я прогоню, то есть я прогоню, ты прогонишь, он прогонит, мы прогоним, они прогонят и так далее. То есть вам нужно в будущем времени на вот этим, получается, по лицам распрягать. Справитесь? То есть первое слово куарга. Я вам открываю правила. Ну, например, мин туктарман. Мин куарман. Хорошо? Нет. Это настоящее время азат. Мы учим будущее время. Килешек заман. Килешек заман. Сейчас я, немножко вперед отмотаю. Сейчас, секундочку, еще раз слова. Так, я вам правила вот открыла. Смотрите. В будущем времени вот эти поставить надо. Вот эти слова в будущем времени. Минкуам – это я прогоняю. Не, вот смотрите. Мин куарман. Смотрите, давайте первое. Мин куарман. Си куарсан. Понятно? И дальше давайте. Дальше без. Давайте ул. Что сделает ул? Да. Теперь ул попробуйте. То есть мин куарман, син куарсам, без куарбес, алар куарлар или просто куар. Понятно, да? Без куарбес, сес. Гульнара, все понятно? Anlaşıла mı? Ул куар. Да. То есть он будет прогонять, он прогонит. Понятно, да? Да. Поняли, да, вот это слово? Давайте я вам следующее слово напишу. Тегерге. Извините, ошибочку допустила. Тегерге. Тегерге. Шить. Тегерге это, то есть получается шить что-то. Понятно, да?
Как будет? Мин. То есть я буду шить, ты будешь шить. Да, видите, то есть это нормально, то, что вы будете путаться. Так, мин тегермен, син тегерсин, без тегербес. Там я исправила же, поэтому ладно, не забываю за это везде вот это простая. Мин тегермен. Тегермен. Угу. Тегермен. В принципе, вы можете и тегермен. Это будет все равно правильно, вас поймут. Угу. Да, мин тегермен, син тегермен. Син тегерсин, точнее, ул тегер и тегер. Угу. Поняли? Мин, син, без тегер, без. Алар тегерлер. Ул тегер. Anladınız? Понимаете вообще? Или вообще непонятно? Следующее слово. Тартарга. Стегермен понятно все? По личным окончаниям. Давайте попробуем тартарга. Напишите, пожалуйста, Гульнара, Азат, Марат, кто у нас сегодня смотрит. Барысы да аңлашыла ма или аңлашылмый ма? Яки аңлашылмый ма? Все понятно? Мне непонятно, да? Смотрите. Вот. Тут, еще раз говорю, есть окончание, смотрите. Ар, яр. Так, или р. Так, я постараюсь схему сделать, потому что нет определенной какой-то схемы. Так, я сегодня этим займусь и вам отправлю группу, хорошо? Кстати, вы просмотрели, я там в таблицах отправила тоже в группе. Вот, и смотрите, вот эти слова. Так, ну это хорошо, что... Например, смотрите, ман. Ребят, давайте сделаем так. Я вам схему пришлю. Лучше, чтобы вы понимали. Я думаю, вы сходу просто поймете. Пришлю вам сегодня схему. И вот эти уроки, вот эти слова попробуйте проспрягать. Хорошо, чтобы у вас в памяти осталось. По схеме, мне кажется, вам будет на самом деле проще. Хорошо? Потому что сейчас бесполезно вот так вот вас. Где какие окончания, вот это тяжеловато. Хорошо? Так, алгатава тогда. То есть у вас получается вот так вот. Просто взгляните. Смотрите, мин куарман, мин тегермен, мин тартырман, мин яшерермен. Син куарсам, куарсам, буковку А пропустила. Син тегерсен, син тартырсың, син яшерерсің. Ул куар, ул тегер, ул тартыр, ул яшерер. Biz kuarbız, biz tegerbiz, biz tartırбыз, biz yaşarırбыз. Siz kuarsız, siz tegersiz, siz tartırsız, siz yaşarırsız. Дальше. Алар kuarlar, алар tegerler, алар tartırlar, алар yaşarlar. Либо алар kuar, алар teger, алар tartır, алар yaşarır. Понятно, да? Yaşarır это значит помолодеют. Тартыр это, получается, потянут. Все, понятно, да? Хорошо, я вам сегодня, так я записала, все вам сегодня пришлю. Так, это то же самое. И смотрите, отрицательная форма будущего времени также келячак заманның юклық формасы. Отрицательная форма будущего времени образуется из корня глагола
то же самое, вот эти окончания, да, которые я вам все это пришлю, да, но тут еще мас-мес добавляется, плюс личное окончание. То есть, ну, например, опять, мин ташла, мас, ман, син ташламас, ул ташламас. То есть то же самое. Вот это будущее время, да, просто добавляет середку мас. Это тоже вы поймете после того, как я вам пришлю табличку. Хорошо? Ну или более упрощенную форму. Почему-то я как-то думала, что вы сразу поймете. Хорошо. Так, это тоже. Теперь немножко попроще, да, то есть у вас в голове, чтобы разгрузилась, формула приветствия, поздравления, обозначение времени. Это тоже вам дополнительная информация. Например, для того, чтобы сказать «Минян этине салямет», это «Минян этигизге саляметигез», передавайте от меня привет отцу. Sizni Яңа ел бәйрәме белән тәбрик итәм. То есть с любыми. Мгм. Да, это сложная тема, что-то я как-то не подумала. Извините, пожалуйста, это мой косяк. Так, дальше, вот, например, если вы хотите поздравить, получается, да, вместо вот этого Яңа ел бәйрәме вы также можете сказать туган көн белән, да, вот, например, или әниләр бәйрәме, 8 март бәйрәме, то есть тут можно в любой подставлять, то есть вам готовая схема. Сезне Яңа ел бәйрәме белән тәбрик итәм, поздравляю вас с Новым годом или с любым другим праздником. Дальше. Рәхмәт сезне дә, сине дә шулай ук. Спасибо и вас, тебя также. Сезгә бәхет, сәламәтлек телим. Желаю вам счастья, либо здоровья. Сезнең исәнлеккә, саулыкка или только одно из этих слов. То есть за ваше здоровье, на здоровье. Исәнлеккә, саулыкка вы можете сказать, вы можете просто сказать сезнең исәнлеккә, саулыкка. То есть это оба варианта верны. Мин сезне күрүгә бик шат. Я очень рад вас видеть. Введение у вас. Рахмат, это спасибо, понятное дело, да? Сезгә үзегезгә дә рахмат, шулай ук. И вам спасибо. Сезгә дә рахмат, сезгә дә шулай ук, үзегезгә дә шулай ук. То есть вы можете сказать разных вариациях. Мне кажется, вот эти формулы вам очень будут полезны. Так, алга табам. Теперь мочь, начинать, уметь, плюс неопределенная форма глагола. Тоже тема такая интересная. В татарском языке названные заголовки конструкции существенно отличаются от соответствующей русской. В русской вначале идет слово начинать, уметь, мочь, а после него стоит нужный глагол в неопределенной форме «что делать». В татарском языке вначале стоит нужный глагол, но не определенной формы, а спрягаемая основа утвердительной формы настоящего времени, так как с местоимением ул, аши, ящи, ята, келе. А после него одно из следующих слов башларга, начинать, белерге в этой конструкции означает уметь, алырга в этой конструкции означает мочь, быть в состоянии. То есть, например, смотрите, ул, аши, башларга, например, ул, аши, башлады, он начал есть. Видите, мы сначала говорим начал есть, получается, да? А в татарском языке немножко по-другому. Понятно, да? То есть, ну там ничего сложного для вас тут нет. Это точно. Вот, например, мин тига блям, я умею шить. Видите? Умею, блям. У вас в татарском языке он всегда будет в конце предложения. В русском языке он в начале. Ул тарта башлады, он начал курить. Видите? Мы не говорим ул башлады, тарта мы не говорим. Так, это неправильно. Он начал курить. Син ашулана башисан. Ты начинаешь сердиться. То есть, смотрите, син башисан ачулана тоже не говорит так. Это будет неправильно. Без тыша алдык. Мы смогли слезть. Сіз татарча сөйләшә беләсез. Вы умеете говорить по-татарски. Опять-таки, беләсез в конце. Видите, алдык, башисыз, башлады, белям. Все в конце предложения. Вопросительная отрицательная форма строится по общему правилу. Син ут сүндерә аласыңмы? Ты можешь погасить свет? Ул моны бер кайда да яшерә алмады. Она нигде не могла спрятать. Мин сөйләй алмыйм. Я не могу говорить. Понятно? Вот это понятно? Напишите, пожалуйста, бәріміз аңлашыла ма сізге? Я прям, давайте, завтра у нас же опять урок будет, если вы не против, в 6. Я вам заново объясню будущее время. Хорошо, глагола? А вот это вам понятно? Бәріміз аңлашыла ма? Yazыңыз, пожалуйста. Кім бәріміні аңлады? Так.
И, ага. Мгм. Хорошо, вот это понятно, да, хорошо. Учтите, что по-русски глагол мочь имеет два различных значения, да, имеет разрешение, я не могу уйти, я на дежурстве, например, можно войти, да, имеет физическую возможность быть в состоянии. Я не могу уйти, дверь заперта. Он может спеть всю оперу. В татарском языке в этих случаях употребляются разные слова. Например, разрешение, ну вот, например, хотите войти куда-то, да, получается, или разрешение спрашивать, то вы употребляете слово мемкин, либо яры, опять-таки в конце предложения. А физическая возможность– это алырга. То есть, вот, например, я не могу петь. То есть это у меня физически не получается, да? То есть в данном случае вы говорите мин жерлы алмым. Понятно, да? А вот, например, я хочу войти, кирерге мемкинме, можно войти. Понятно, да? А вот, например, миңа китерге ярамый, мемкин түгел. Мне нельзя уходить. Мин ките алмым. Я не могу уйти. Понимаете разницу? Чувствуете? Например, кірерге мөмкинме? Можно войти. И ул бітін операны жырлый ала. И алмы, например. Понятно, в каких случаях что употребляется? То есть еще, например, смотрите. Миңа барырга яра мы. Мне нельзя туда идти. Например, если вы хотите сказать, я не могу туда пойти, мин анда бара алмин. Понятно? То есть в татарском языке вот это различается, когда у вас разрешение надо какое-то, то мемкин либо яры. А когда вот вы физически не можете, ну прикованы вы, или обстоятельствами, или вот обещали, да, в данном случае, то есть возможности у вас нет, то это алларга. Аңлашыл, да? Примечание. По-русски может иметь еще значение вероятности. Она может умереть, то есть, возможно, не исключено, что умрет. По-татарски это передается разными способами. В частности, оно улюю мемкин, то есть ее умирание возможно. Мемкин, кроме можно, разрешается иметь еще значение возможно, вероятно. Вот, например, у киллерге мемкин. Она может приехать. Вот. Аңлашыла мамысы? Так, если вам все понятно, попробуйте, пожалуйста, перевести вот эти предложения. Я вас загрузила, да, сегодня? Вашиңызны катырдым бүгін, әйме? Попробуйте перевести, пожалуйста, вот эти предложения. Вот как раз-таки то, что я вам сейчас только что объяснила. От яндыра аласыңмы? Как будет? Ребят, давайте поактивнее поработаем, пожалуйста. Угу. Я понимаю, что вам тяжело, наверное, все это воспринимать. Угу, да. От яндыра аласыңмы? То есть ты можешь включить свет? Ты можешь включить свет? Свет? Да, можешь, вот именно аласыма. То есть физически ты можешь встать и включить свет. Понятно, да? А вот если было бы, смотрите, в чем прикол. У Тиандраласа ты можешь, то есть ты физически можешь дотянуться, включить, да, вот получается, дотянуться до выключателя. Тебе не трудно ли, да? А вот если, например, у Тиандрага мемкинне, это можно включить свет? Поняли, в чем прикол? Без рәсем ясый білмейбіз. Мы не умеем. То есть білмейбіз это не умеем. Не умеем. А если было бы без рәсем ясы алмейбіз, то это не можем. Поняли, в чем прикол? Глагольского. Білмейбіз, не знаем, то есть не умеем. Угу. То есть мы не умеем рисовать. А если бы без рәсем ясы алмейбіз, то есть мы не можем уже тогда. Понятно, да? Ул мине қаршы ала алмый. То есть он не может меня встретить. Вот именно он не может, он, то есть получается, он на работе, то есть у него нет физической возможности меня встретить, понимаете?
Мен инглиз тілін үйрене башлыйм. Башлым. Помните, я вам всегда говорил, голова, что это обозначает? Начинаю, значит. Начинаю, да, изучать. Поняли? Да. Все, хорошо. Ул бик әйбәт тегә белә. Да, я английский язык начал учить. Башлым — это значит вот в данном настоящее время начинаю. Хорошо? Ул бик әйбәт тегә белә. Она очень хорошо умеет шить, да. Умеет. Мгм. Так. Сіз аны китерә алдыңызмы? Юк, китерә алмадым. Китерә — это привезти, еме? Привезти. Привезти. Ну, то есть за руку привезти. Может, на машине привезти. Ну, то есть доставить, получается. Да? Привезти. Сіз аны китерә алдыңызмы? Юк, китерә алмадым. Как будет? Ребятки. Мгм. Мгм. Да. Вы ее смогли? Алдыңызмы, получается? Смысл? Нет, не смогли. То есть вы смогли ее доставить, привезти там, да? Нет, не смогли. А если было бы просто, смотрите, сіз аны китердіңізме? Юк, китермәдік. То да, вы доставили? Нет, не доставили. А тут именно алдыңызма, смогли? То есть физически у вас получилось, вы успели, у вас машина не сломалась, например, да? Ул бит кичкенә әле, ул киенә белми. Да, он ведь еще маленький, он не умеет одеваться. Хорошо. Не умеет, не знает, то есть получается. Понятно, да? Бельми. Но в данном случае то, что не умеет. Мы же одеваться не умеем, то есть или не знаем, да? Они не знают, как правильно одеваться. Бельми, значит. То есть, смотрите, белим — это знание. От слова белим — это вот как раз-таки бель, знай. Не знаю, бельми. Понятно, да? Так, сіз башка тукталышта төшә аласызмы? Сіз башка тукталышта. Тукталыш — это остановка. Кто не знает? Остановка, например, автобусная остановка. Сіз башка тукталышта төшә аласызмы? Башка. Другая. Другая остановка. На другой остановке. Вы можете слезть на другой остановке. Вы сможете? Вы можете. То есть это мочь, понимаете? Вы можете слезть на другой остановке. Неудобно ли вам слезть на другую остановку, если бы хотели бы вы так сказать, да? То есть вы предлагаете. Сізге башка тукталышка төшәргә мөмкинме? Вам не угодно ли, если более такой, знаете, спрашиваете разрешение, да, то мумкинно. А тут вы можете, то есть вам не доставит труда слезть вот на другой остановке. Тут неудобно останавливать машину, например. Понятно, да? Так. Понимаете? Угу. Да, ыйыкбаш — это носки, получается, шерстяные носки. Шерстяные носки. То есть бу ыйыкбаш бигрәк кыйбат. Мин аны сатып ала алмыйм. То есть эти шерстяные носки очень дорогие.
я не смогу их купить. Молодец. Алмым. Не могу. Понимаете, да? То есть не имею возможности, у меня нет финансов, понимаете? Так, хорошо. Дальше. Может, проверим быстренько, глазками пробежались. Можешь включить свет? Мы не умеем рисовать. Он не может меня встретить. Я начинаю учить английский язык. Она умеет хорошо шить. Вы смогли ее привести? Нет, не смог. Он же еще маленький, он еще не умеет сам одеваться. Вы можете слезть на другой остановке? Эти шерстяные носки очень дорогие, я не могу их купить. Да, все понятно, да? Оёк это вот получается как вот гольфы. Оёкбаш это шерстяные носки. Так, дальше. Это понятно было, да? Вы сможете теперь отличать. Ладно, да? Смотрите, в речи собеседника вы часто встретите слова deep, иди и так далее. Эти формы глагола дierge, сказать, говорить. Запишите его в словарик, чтобы вам было как бы запомнить легче. Он близок к эйтерге, но употребляется далеко не столь широко. Сис нидидигис. Эйтигис можете, да? То есть это одна из форм. Ул нерседи. Понимаете? То есть вы просто будете тоже встречать такие моменты, чтобы вы понимали, о чем говорит ваш собеседник. Кроме того, диергия употребляется в повелительном наклонении. Иногда его употребление весьма своеобразно. Алар миңа кайт дилер. То есть они мне говорят, возвращайся. Алар миңа әйтәләр кайт. Ул безгә мин аны яратам диде. Например, он нам сказал, что я ее люблю. Ул безгә әйтте, мин аны яратам. То есть вы можете и так говорить, и так говорить. Мин аңа вакытым юк, дидим, например. Например, я ему сказал, что у меня нет времени. Понятно? Вот это deep, ди. Аңладыңыз? Вот это понятно, да? Часто употребляется деепричастие deep. Например, в сложном глаголе deep эйтерге, например, deep эйтерге, говорить, сказать. Например, в очень своеобразной конструкции. Я знаю, что он устал. Мина она арады дип билем. Что-то вроде я его устал, но знаю. То есть я знаю, что он устал. Он думал, что мы живем в Казани. Ул безне Казанда турабыз дип уйлады. Понятно? Скрин-группу не помешает этих слов. Конечно, я все заскриню вам. Так, это понятно, да? То есть это употребляется и так будет правильно. То есть вот, ну, до этого ул безге әйтте, мин аны яратам, да? Вы также можете это предложение, ул безге мин аны яратам диде. То есть почему я вам это даю? Потому что это употребляется и то, и это. Чтобы вы знали, о чем говорится. Чтобы там глазками не хлопали, не понимали, да, о чем происходит. Аңладыңыз? Так, теперь Аллатаба. Теперь, смотрите, у вас такие моменты. Еще, сес. Попробуйте мне, сколько сможете, получается, вот эти слова, вопросы. Напишите мне, пожалуйста, ответы. Угу. То есть ответьте на эти вопросы. Вопросы я взяла специально такие своеобразные. То есть бухты-барахты, можно даже сказать, что вы имели представление и могли ответить. То есть, смотрите, сіз татарша оқи білесізме? Это дома. Ну, давайте попробуем сейчас. У нас 5 минут. Ребят, подожди, ну это я хотела домашнее задание задать, чтобы вы обдуманно это сделать, чтобы там, например, прописали и так далее, да? Ребята, я хотела спросить, смотрите, у меня такая ситуация. То есть вам есть предложение, и как бы вы сами сейчас можете выбрать. Я сейчас переключусь на полный экран. Ребят, есть вариант провести вот эти оставшиеся 3 урока, то есть каждый день. То есть завтра, например, я могу провести вам урок. Сейчас
пока вопросы, я вам вернусь к этим вопросам, ладно? Просто у меня есть информация для вас. Так, у меня есть возможность провести вам уроки каждый день, то есть оставшиеся 3 дня. Ну, то есть получается, у нас сегодня 17 же урок. Вот, еще 3 урока, то есть каждый день. Либо я могу эти уроки провести 20 июля, и как вам, ну, чтобы у вас было время вот это все заучить и так далее. Как вам будет удобно? Скажите мне, пожалуйста. Я могу вот эти 3 урока на 3 дня растянуть каждый день вот так вот 6 часов. Могу с 20 июля, потому что я на 2 недели просто меня ликвидируют, поэтому я там буду без интернета и вообще, то есть это у меня всегда форс-мажор. Как вам будет проще, скажите мне, пожалуйста. После 20 или вот эти 3 дня и провести уроки? Напишите мне, пожалуйста, ваши мысли по этому поводу. Кому как удобно будет. Да, растянуть, да. То есть, получается, после меня ликвидируют, ну, и это уж я так слово сказала, просто меня в лагерь забирают. Я там думала, что будет интернет, а там нет интернета вообще. То есть это палаточный лагерь исторический. Вот. В палатках там будем жить, поэтому у меня вообще доступа нет. А не поехать я в этот в лагерь не могу. Хорошо, тогда ладно, каждый день этот буду вести уроки, то есть вот эти. Но у вас есть возможность, то есть, еще раз говорю, с 20 июля начинается у 4 потока продолжающие занятия. Вы можете к ним присоединиться и заново пройти весь курс. То есть, если у вас какие-то, вы думаете, там пробелы есть, вы можете их восполнить. Мгм. Тогда вот эти уроки, 3 урока осталось, да? Каждый день в 18:00, окей? Мгм. Поняла, да. Хорошо. Так, тогда еще раз говорю, вы можете с 20 июля подключиться к продолжающему потоку, то есть об этом я тоже буду заранее сообщать, там уже не будет такой форс-мажор, но я больше потом никуда. Мгм. Да. Мгм. То есть вы можете спокойно потом и после 20 присоединиться, и вот эти уроки пройти. Хорошо? Так, все отлично, тогда договорились. Завтра тогда жду вас всех в 18:00. Вот эти ребят, я сейчас другой урок еще веду. После этого урока, то есть, получается, после 8 я вам все отскриню, отправлю, хорошо, в группу. Окей? Ребят, понять, простить. Я знаю, что это не очень это не очень красиво с моей стороны, но это жизнь, ничего не поделаешь. Иногда бывают обстоятельства, от которых мы не зависим. Вот. Я вам все отправлю, заскриню. И вот этот киләчәк заманны мин сезгә икенче дәрескә яхшырак тирән тел өйрәтәчәкмен, яме? Мгм. Конечно, я сейчас отправлю тогда ссылочку. Хорошо? Все. Спасибо. Так, встретимся сейчас через 5 минут. Да, хорошо. Хәзер группага җибәрәм, яме? Но пока всем. То есть со мной. Всем огромное спасибо. Вы сегодня хорошо поработали, все как обычно. Я всегда за вами довольна. Сау булыгыз. Сейчас я отправлю вам ссылку на другой урок.